Чао! С периферии города Боза, живописного, красивого, колоритного, в котором мы задержались 3 дня. В первый день мы ходили на пешую прогулку до замка Маласпина. Второй день провели на лунном пляже Канемалу. Смотрите мои видео, это очень зрелищно и красиво. И периферия города, она везде периферия. Чем дальше от центра, тем, конечно, архитектура проще. Хотя первый домик на этом видео весьма внушительно красив. И так как мы уезжаем, закончим свое путешествие пляжным отдыхом, расслабляющим и релаксным. Посмотрим, как можно сочетать вот такой культурный отдых с пляжным отдыхом в городе Боза. И мы отправились на первый раз рекламированный пляж, который называется Боза Марина. Эта некрасивая фотография показывает нам платную парковку. И муж, собственно, был этим очень сильно недоволен, потому что бесплатных парковочных мест на этом пляже нет. Не оплатив парковку, мы отправились на разведку. И лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. Потому что на всех туристических сайтах Боза Марина славится как топовое место, удостоенное флага 5 парусов, как место с самым лучшим и красивым морем. Но вот такая панорама пляжа нам открылась. Это пляж для тех, кто любит не просто поплавать, а еще посидеть в барчике, порелаксировать, покушать в ресторане на набережной. Здесь это все есть. Но сам пляж, я бы сказала, niente di particolare, то есть ничего особенного, как говорят итальянцы, niente di particolare. Но не будем судить так строго. Конечно, на Сардинии мы найдем с вами le spiagge, то есть пляжи più belli, намного красивее. Но кто нам мешает выбирать? Всегда есть выбор. Как в моем любимом фильме сказано «Трасса 60». Я уже не раз говорила, что лучше позволить себе выбрать и выбрать то, что вам нравится, чем тратить драгоценное время на то, что не приносит вам удовлетворения. На пляже Боза Марина вы тоже найдете партикуляры особенные. Если взглянуть не на бары и рестораны, а в сторону красивой старинной башни, знать, что за вот тем холмиком находится тот самый пляж «Плохая собака» Канемалу с лунным пейзажем, с лунным ландшафтом. И с левой стороны прогуляться по вот такому каменистому берегу. Это бывшая песчаная дюна. С веками песок превратился в камень после отступившего моря. И действительно, если внимательно рассмотреть, то можно внутри увидеть вот такие интересные узоры. Здесь море игриво шипит, потому как вода проходит в эти извилистые коридоры. И волны здесь практически постоянно из-за северо-западного ветра. Когда я рассказывала про пляж Канемалу, «Плохая собака», я говорила, что плохая почему? Потому что волны могут вот так укусить, ударить вашу лодку о берег, а первооткрывателями этих пляжей, конечно же, были прежде всего мореходы. Муж сказал, что первыми были корсиканцы из соседнего острова Корсика, переселившиеся на Сардинию. Сейчас Корсика – территория французская. Но с острова Сардиния можно добраться до туда на кораблике. И очень славится уютом город Бонифачо. Но вернемся к нашей Бозе. И таким образом горячая Италия соседствует с кокетливой Францией. Но сейчас мы гуляем по итальянской земле, это итальянская Сардиния. И мы можем видеть под ногами вот такую необычную каменную, окаменевшую дюну. Геологам будет здесь очень интересно читать историю этого кусочка земли, считывать ее с поверхности этих плит. И с этого берега пляж Боза Марина смотрится гораздо привлекательнее, гораздо интереснее. Здесь стоят волнорезы, чтобы можно было спокойно купаться, безопасно себя чувствовать в воде. Но пляж Боза Марина не расположил меня к купанию, зато расположил заглянуть в один из уютных барчиков, ресторанчиков, принять аперитиво, как говорят итальянцы, при том, что мы еще не оплатили парковку. И, возможно, кто-то нас уже ждал с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие, что нужно оплатить парковку. И про парковку скажу, что парковка проблемная. Очень сложно найти бесплатную парковку, ее практически нет нигде. Все синим цветом выделено, значит платно. Пожалуй, это единственный минус города Боза. Вот в таком уютном барчике мы посидели. Икнуза нон фильтрата, мое любимое пиво. Чипсы приносят бесплатно.
И все-таки в твердой уверенности, что мы найдем место лучше, мы прыгнули в машину и уехали оттуда. Слава богу, никто не поджидал с оплатой парковки, все было хорошо. Никакой мульты тоже у нас не было, мульта значит штраф. Просто если мульта, то ожидает такой белый листочек на стекле машины. И можно полюбоваться пляжем Боза-Марина с этого места. Вот название этого бара. И в поисках лучшего пляжа мы отправились дальше. Следующий пляж, который называется Сабба-Друке, находится на дороге, которая идет до города Альгеро. 8 километров от города Альгеро до города Боза, совсем недалеко. И планируя свое путешествие по Сардинии, это очень удобно, чтобы заглянуть в разные интересные места. Альгеро более такой прославленный курорт. Про него сделаю репортаж, следите за каналом. И вот такая дикая груша маленькая встретила нас у дороги при повороте на пляж Сабба-Друке. Вот они, плоды этой дикой груши. Ну, надо сказать, что не слишком вкусная. Но если вы любите кисло-сладкое, то зайдет. И мы приехали к ресепшн, ресепшн слово. Но это был не самый приятный сюрприз, что придется оплачивать вход на пляж. 5 евро с машины. Сколько там человек, не имеет значения. И сама территория ресепшн очень напоминает Кемер, дорогу на пляж Физалис. Кстати, кто не был, рекомендую, очень красиво тоже. Вот так вот едешь через зеленые коридоры, дальше будет там поворот к морю, тоже можно полюбоваться. И мы думали, ехать не ехать, но вы видите, что уже поехали. И это стоит гораздо больше, чем 5 евро, потому что красота открылась неописуемая. Во-первых, вот такой пляж с белым песочком, в отличие от Боза-Марина, нас встретил. Такая компания прилегла позагорать не на песочке, а повыше, чтобы насладиться панорамой, наверное. И я очень обрадовалась нашему правильному решению, правильному выбору приехать на другой пляж, потому как это такое райское местечко. И мы сначала думали, что пляж здесь только один. Вот обратите внимание на зеленые дорожки, это дорожки к кемпингу, и в кустиках везде можно приткнуть свою машину, абсолютно спокойно припарковать, никто ее не тронет. Я еще не знала, что здесь есть кемпинг, то есть можно приехать на своей машине и в машине же жить. Очень популярны на Сардинии такие дома, автомобили. И в таком живописном месте расположиться, оплатив, конечно же, кемпинг. Я не сторонник кемпинга, не люблю как-то палатки, но в этом месте я бы, пожалуй, осталась и заночевала. Оно такое уютное, гнездышко семейное. Рядом со мной была молодая семья, папа с дочкой, с мамой. Так приятно было слышать, как нежно отец разговаривает со своей дочерью, говорит «мия принчипеса», то есть «моя принцесса», называет он ее. Такая атмосфера умиротворения царит здесь. Ну вот она в кадре, эта девочка побежала. За ней, конечно же, следят родители. Там строго смотрит папа и строго смотрит мама, чтобы ничего не произошло. И вот там наверху немножко виден ресторан, куда можно подняться, покушать. И скажу сразу, что кухня в Италии закрывается, как правило, в 2-3 часа. Чаще в 2. И если вы пришли позже, то никто готовить не будет. Вам скажут «ми диспьяче», что значит «мне очень жаль». Но благо мы успели. И посмотрите, какой вид открывается из этого ресторана потрясающий. И все будет казаться вдвойне вкусно с таким видом. Но кухня оказалась действительно на высоте. Хотя блюдо, которое напоминает наши пельмени, вы дальше там увидите фотографию, и в видео тоже это будет немножко. Но разница в том, что внутри рикотта с мятой, а кусочки мяса снаружи. И заправлено все сырным соусом. Вот они. Выглядят тоже очень красиво. Но их не доварили. И муж попросил поменять. Хотя, по сути, кухня уже прямо закрывалась совсем. Ему принесли все же новое блюдо. И оно было невероятно вкусным. Я заказала фритти ди маре, морепродукты фри, но настоящим шедевром оказалось тирамису, которое они готовят здесь сами. И несмотря на закрытую кухню, джентилиссимо, то есть очень по-доброму с их стороны, нам приготовили тирамису, и мы его выпили с молодой малвазией, которая, напоминаю, является визитной карточкой Боза. Оплатив счет, мы были удивлены тем, что есть еще бар, и территория бара огромна. Есть большая детская вот площадка, мы видим. И дальше мы увидели и летини, то есть лежаки, где можно принять солнце, позагорать, то бишь.
Да, ну вот очень уютный бар и ресторан тоже, вся территория в целом такая красивая, зеленая. И вот эта дорожка ведет как раз-таки к лежакам. Мы там остановились, перелегли. Немножечко есть у итальянцев такая тоже, не у всех может быть, традиция прилечь на 5 минут после сытного обеда. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать, как говорят. И это место точно вас сразу не отпустит, потому что мы набрели на тропинку к классному пляжу. Увидели, что от бара ведет каменная дорожка вниз к такому красивому райскому пляжу. А потом еще к одному мы увидели другую дорожку. Смотрите, какая красота. И нет предела совершенству. И мы нашли его, пляж мечты, где мне захотелось искупаться немедленно. Вот оно, это кайфовое место. Под защитой песчаной дюны, здесь нет ветерка. Стоят шикарные волнорезы. Il mare calmissimo. Это значит, что море очень спокойное. И еще одна милая семья была с нами, которая прямо радует глаз, из Швейцарии, ребята. Мама, папа и сын. Еще совсем маленький, беззаботно бегал туда-сюда по пляжу. Мама отправилась купаться с маской. Папа очень мило старался ему все объяснить. Вот он, малыш, в кадре. Был только что. И хочется вам пожелать: путешествуйте, ищите новые места, которые будут теми самыми кайфовыми. Будьте Мелманом из мультика «Мадагаскар», который, в отличие от депрессивного льва Алекса, сказал, что мы все умрем, тут нет еды. Мелман выстроил бар на пляже и назвал это место «Кайфовое». Все в это поверили, всем стало хорошо. Если что-то не устраивает, помните, что есть другой выбор. Мы попрощались с Бозой, вот так она прелестна, в уходящем солнце. Задались целью туда вернуться еще, потому что туда, где хорошо, надо возвращаться и уходить оттуда, где плохо. Всем отличного настроения, планов. Путешествуйте со мной по Сардинии, любите жизнь. До встречи на моем канале. Чао!